Всем привет! Сегодня у нас на обозрении бортовой журнал полярной авиалинии. Январь-февраль 2021 года. Так, открываем. Ледовый парк на 202 микрорайоне. Яркие зимние впечатления. Это реклама. Северное сияние. Ледовый парк. Вот розыгрыш билетов будет. Но это потеплее, когда будет тогда. Так, это обращение генерального директора Винокурова Семена. Рад приветствовать вас на борту самолета авиакомпании «Полярная авиалиния». То есть вот этот журнал, он выдается на борту самолетов этой авиакомпании для пассажиров. Он здесь делится своими, значит, мыслями об ушедшем годе, об наступающем, таким образом. Так, это оглавление мы видим, что в этом журнале мы можем прочитать. Так, и здесь идет грузовые перевозки, которые осуществляет эта авиакомпания. Значит, тариф на перевозку 1 килограмма в рублях. Вот направления разные. Якутск, Батагай, Якутск, Якутск, Белая гора и так далее. Можете сами вот ознакомиться. И здесь даются контактные телефоны и электронная почта для контактов. Дальше. АК «Полярные авиалинии». 26 пунктов продаж в Улусах. Вот где можно билетики купить. Но я напомню, эта авиакомпания осуществляет значит, перелеты по территории республики. Так, субсидированные тарифы от 8250 рублей. Инструкция. Вот это вот, пожалуйста, можно билеты купить, значит, соответственно, даже через приложение на браузере. Ой, не на браузере, а вот браузерная версия, да, а это мобильная версия. То есть это можно на компьютере, а это можно на вашем смартфоне. Вот, и здесь инструкция. Дальше переворачиваем страничку «Услуги и направления деятельности». Что мы здесь читаем? Беспилотная авиация, вот, пожалуйста, представлена. Так, регулярные рейсы, 21 направление. Вот на такие он выполняет авиаперевозки. Видно, да? Внутриулусные даже есть сообщения, то есть внутри района. 171 направление. Вот, выполняются они на Ми-8, Ан-2, Ан-3 и Пилатус ПС-6. Так, объемы перевозки, вот и билеты где. Также осуществляются обзорные рейсы над Якутском и окрестностями. Полеты выполняются на двухместном самолете Diamond ДА-40 или шестиместном Пилатус ПС-6 из аэропорта Маган, 14 километров от Якутска. Период с мая по октябрь. То есть зимой они не летают у нас. Вот, пожалуйста, можно облет над Якутском 45 минут, 10 тысяч рублей стоит. Облет над заповедником Усть-Бота 80 минут, 14 тысяч рублей. Вот тут разные тарифы. Облет над Ленскими столбами 135 минут. Очень красиво тоже так. Можно сверху посмотреть. То есть это удовольствие вам обойдется в 21 300 рублей. Или в 50 тысяч. То есть различные варианты здесь предлагаются. Поэтому также летает санитарная авиация. Вот на вертолетах Ми-8, самолеты Л-410, Ан-24, Ан-26. Так, дальше страничка. Свой первый полет в качестве командира самолета Л-410 совершил Аял Семенов. Фотография, соответственно, представлена. Авиакомпания запустила сезонную акцию на перевозку рыбы и мяса. Смотрите, вот это вот мясо, рыба, то есть прямо, пожалуйста, вот цена за килограмм, сколько стоит чего,
читайте. Это внутри республики. Так, снижены цены на грузоперевозки на 35%. Пожалуйста, вот тут QR-код даже дается. По нему вы можете информацию найти. Вот он, QR-код. Кстати, вот здесь тоже QR-код есть. Здесь тоже QR-код есть. То есть по этому QR-коду вы можете, соответственно, сразу туда перейти с телефона. Так, праздники какие у нас будут. 7 Рождество. 13 января Танха. По поверьям якутов, начиная с этого дня отмечается так называемый вечера времени гадания Танха. Традиция берет свое начало с языческих времен. Перекликается со святочными гаданиями у православных. В это время якуты обращаются к богу судьбы Танха-хан. Вот, соответствующий обряд. Ой, что-то фокус у меня. Так, день рождения Википедии 15-го. 2 февраля день сурка, 13 февраля день родного языка и письменности Республики Саха-Якутия, 28 февраля национальный день здоровья в Республике Саха-Якутия. Дальше это у нас топ-8 фильмы, да? Пожалуйста, вот вам такие вот фильмы представлены. Так что можно их, как я не знаю, в кинотеатр или как онлайн кинотеатре посмотреть. Так, дополнительное образование, как выбрать. Так, ну это вот здесь инструкция, кружки, секции. Так, дальше. Ну вот это, видать, пока летишь, можно с этим совсем ознакомиться. Якутск до прихода оптики. Ну то есть раньше, когда не было оптических линий связи, скорость была низкая. И, соответственно, очень все медленно это происходило. Вот такие модемы были. И, соответственно, очень все медленно работало, скачивалось тяжело. Вот сайт ЕКТ.ру, как он раньше выглядел, пожалуйста. Да. Флешки были, не флешки, это флоппи диски и так далее. Так, ну это тут об обучении детей статья. Так, стоит ли ждать подарки от Чизхана? Чизхан — это вот якутский Дед Мороз, пожалуйста. Вот такой вот он, дедушка в таком обличии. С посохом тоже. И вот здесь вот Чизхан в переводе с якутского означает пронизывающий ветер. Чизхан — древний дух, хранитель всемирного холода, родина Чизхана — Оймекония, полюс холода, самое холодное обитаемое место на планете Земля. Вот так вот, обитаемое имеется в виду, то есть где живут люди постоянно. Не там где-то на Южном полюсе, да, в Антарктиде, да, как бы, а вот на континенте Евразии, вот здесь вот. Священная гора Эбехо Хэя, застывший образ легендарного быка зимы, находится в селе Тамтор Оймеконского улуса. В его утробе находится ледовая резиденция Чизхана, где хранится символ холода, магический кристалл, осколок рога быка зимы. Соответственно, вот здесь описание идет. 1 декабря на главной площади Якутска было вручено символ холода Деду Морозу. Вот так вот. Чизхан, якутский Дед Мороз. Так вот он выглядит. Марина Сиеган. Якутскому кино нужны режиссеры. То есть есть, значит, хорошие кинорежиссеры в Якутии, талантливые, которые снимают выдающиеся фильмы, которые награждаются, в том числе и на российских, и на международных конкурсах. Вот, можете смотреть их. Соответственно, где-то есть они в онлайн-прокате. Сейчас много тоже в онлайн-прокате фильмов и так далее. То есть вам не обязательно ходить
куда-то там, не знаю, в кинотеатр, просто берете проектор там или же большой телевизор такой, метра 2 диагонали, и у вас дома будет кинотеатр. Санавиация Якутии. Как известно, территория республики очень, сказал, огромная, потому что большая очень территория. Сами посмотрите на карту, нигде такой нету территории. И авиация, она, конечно, помогает в случаях каких-то сложных, значит, вот сейчас COVID-19, пожалуйста, они решают эту проблему. Вот статья про это. Дальше вот фотография. Вот видим, он в маске с этим пистолетом измерительным температуры, бесконтактным. Полярные авиалинии. Так, вот что у нас. Так, в Якутии будут тестировать электромобиль Тесла. Ух ты! Как наши холода помогают испытанию странной техники. Вот это да, я даже не думал, что Тесла в Якутии будет работать. Это вообще как возможно? Там аккумулятор, если замерзнет, что делать? А где его заряжать? Так, вот экраноплан мы видим здесь. Экраноплан, то есть видим, что он по льду приземлился. Так. Это иностранцы здесь, значит, соответственно, в республику прилетают. Им интересно этот холод. Противогаз. Непременно ну, это вот про Китай статья, соответственно. Так, дальше реклама. Виктория Клин. А, Виктория, это что? Это мебель, да? Виктория мебель. Это Аврора плюс. То есть это УЗИ там и так далее. То есть медицина. В Якутии предлагают тур по Колыме за 155 тысяч рублей. Что из себя он представляет? Вот Колыма. Ну, тут Ленские столбы представлены, да? Но есть и бюджетные варианты. Здесь описаны Ленские столбы, что можно попроще, да, как бы, да? Синские столбы, на полюс холода. Туризм такой есть у нас. 4-дневный тур, пожалуйста. Более сложный маршрут. 11-дневный тур для групп по автотрассе Колыма. За поездку в Маган и обратно придется заплатить 155 тысяч рублей. Ну, это такая дорога, конечно, Колыма, что ее кто посмотрит, это впечатление на всю жизнь. Рыбалка. Но это традиционный якутский зимний костюм. Вот тут рисунки, верхняя одежда. Вот так вот, традиционная такая. Это, видать, не все позволяли такую шубку-то одевать. То есть богатые, наверное, носили. А какая попроще, вот торбоза, обувь. Таких вот ходили зимой. Шапка женская, диабака, рукавицы, утюлюк. Такие вот рукавицы с узором, все красиво. Так, ну это что тут, что-то детское, да, такое? Зайчики. А эта женщина делает вот этих, вяжет зайчиков. Вот, пожалуйста. Она обладает такой техникой, что может тут вязать таких прикольных зайчиков, да? Скажите, прикольные, да? Вот тут по статья Юлия Баринова об амигуруми, вязальном арсенале и затратах на экзотическое хобби. Да. Дальше переворачиваем страничку. Жареная карачка от KFC. Как известно, у нас уже год существует KFC. В этом году открылся Бургер Кинг. А значит, в Якутске. И вот здесь вот еще есть статьи про еду разную, да? Так, век гаджетов. Разворот дальше. iPhone 12. Причины не покупать iPhone 12. Вот так вот. Он, известно, дорогой. То есть, стоит ли он таких денег, вообще непонятно, конечно. Там под 100 тысяч рублей. Но это подарки. Умные часы всякие. Вот такие вот. Квадрокоптеры, робот-пылесос.
Это что-то подзарядная какая-то станция. Вот вы можете подарить. Все это нужно. Вездеход Ciegen на шинах низкого давления. То есть вот по бездорожью, пожалуйста, такая техника есть. На ней можно, ну, куда-то, это для охоты и рыбалки, соответственно. Такие вездеходы служат. Статья. Ну и рыбалка. Рыбалка в предгорье. Тут мы видим картину, где видим рыбаков, но это не видать, уже по весне сидят. То есть, в общем, тепло здесь. Вот они рыбачат, рыбку ловят. Вот рыбу какую поймал. Смотрите, щуку, да, щуку поймал большую. Щука, кстати, продается вот на рынке. Я ходил, там недорого, 150 рублей килограмм, как бы. Так, вот как приемы ловли. Хату-тент. Ну, это все палатки разные, снаряжение. Сказка Эмили, охотник, да, или рассказ это. Дальше сказка на якутском языке здесь есть. То есть в процессе полета можно тоже и детям что-то почитать. Как известно, полеты у нас не короткие, часа 2-3, даже 4 есть, поэтому за это время чем-то надо занять себя, занять детей, если с вами летят. Вот этот журнальчик как раз и пригодится. Ну, звезды. Правила поведения пассажиров на борту воздушных судов авиакомпании описывается. Также карта полетов республики. Вот республика Саха-Якутия, в центре видим Якутск и куда летают самолеты. Вот, на очень большие расстояния. Вот самое, наверное, большое это до Черского. Или часа 4 лететь. До Соскалаха тоже далеко лететь. Чакурдах, вот севера, вот эти Депутатский, Белая гора, Средний Колымск, Зырянка, Уснера, Хану, Батагай, Жиганск, Тикси. Вот, и на юг, в том числе Алдан, Усьмая. Так, правила перевозки багажа, то есть какой вес на каких самолетах допускается. Предельный. Вот здесь вот ручная кладь оговаривается, сколько можно с собой провозить и что можно, что нельзя провозить. Так, а здесь сверхнормативный багаж. То есть багаж, который сверху установлен нормой. То есть вы можете доплатить, в принципе, и перевозить груз какой-то. Но там тоже есть какие-то лимиты. Что нельзя и можно провозить в ручной клади. Большой перечень от жидкостей, медицинские принадлежности, электроника, оружие, спортивное оборудование. Ну и это здесь новый этнокультурный комплекс, и программа идет Улу-Тобоу на Табагинском мысе. Вот, пожалуйста. То есть, что там предлагают, вот это все дается цены. Вот мамонты, видите, ходили когда-то по территории. И на последней странице мы видим расписание регулярных рейсов авиакомпании «Полярные линии». Вот Батагай, Белая гора, Верхний Вилюйск, Депутатский, Жиган, Зырянка, Ленск, Мома, Нерюнги, Нюрба, Лёкминск, Оленёк, Полярный, Соскылах, Сакырыр, Средний Колым, Сунтар, Тикси, Ускуйга, Уснера, Черский, Чекурдах. Вот это, соответственно, по этим направлениям летают самолеты авиакомпании «Полярные авиалинии». Также осуществляются вылеты с аэропорта поселка Маган. Вот такой журнал январь-февраль 2021 года. Бортовой журнал, который вы можете, значит, читать на борту самолета, если полетите этой компанией. Так, что он гуляет. Вот так вот. Все. Всем пока.